Вы смотрите «Своих не бросаем» о подвигах современных героев и о тех, кто приближает победу в тылу. С вами военкор-волонтер Юлия Краснова, и сегодня у нас в гостях номер расчета артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева, полка Башкортостан Игорь Курт. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, до СВО работа на заводе, стабильная мирная жизнь. Что сподвигло поменять ее на контракты и передовую? У меня в 22 году товарищ погиб. В память о товарище погибшем? Да, о боевом товарище. Даже о друге разговаривал с женой. Жена говорила то, что не надо, зачем. Многие и друзья тоже так же говорили, может, не надо. А почему все-таки приняли такое решение? Ну а кто, если не мы? А сейчас они поменяли сейчас точку зрения? они, да, поменяли точку зрения совсем. Даже когда приезжаю я в отпуск, они рады увидеть меня, встретимся, мы с ними посидим. Просят рассказать что-нибудь. Там посидим, поговорим так по душам. А в основном с семьей. Семья на первом месте. В августе 2023 года, подписав контракт, вы сначала попали в батальон имени Алмаза Сафина, полка Башкортостан. Что это за подразделение для вас? Подразделение очень слаженное. Ребята там тоже боевые. А какие задачи стояли перед вами там, в батальоне Алмаза Сафина? Я вообще находился в батарее, минометной батарее. И я там был тоже также номер расчета. Где-то через полгода освоил азы уже, получается, как с минометом работать. Замкомандира взвода я был. У меня был свой расчет, соответственно, слаженный. Мы уже и работали, мы там ездили на боевые задачи, также и жили в блиндаже. Миномет требует точности, хладнокровия. Вот в чем конкретно заключается эта работа? В основном мы работали по противнику, по блиндажам, также по скоплению личного состава противника. Также мы работаем и днем, и ночью, 24/7, потому что противник не дремлет. И мы тоже также сидим на боевом дежурстве. В дивизионе имени Мугина Нагаева задачи поменялись? Нет, также. Также мы работаем также 24/7. Там, соответственно, уже другая установка. Там маленько, пока сейчас потяжелее будет, чем я встречался с минометом, допустим, работал. И сейчас. Сейчас я пока просто, осваиваю. Как работает, как механизмы, что там. Ребята подсказывают, ребята тоже более там тоже уже опытные. Да, опытные, помогают. Также мы строим для себя там же блиндажи, оборудованием также для нашей Д-30 пушки, укрытие, также окопы. Как поступают задачи от командования. Там наверняка часто приходится сталкиваться с работой в небе беспилотников, как противника, так и своих. У нас есть видео, давайте посмотрим на эту работу. Где это было, помните? Да. Мы находились на переобучении, нас вывозили на полигон. Там с ребятами, с боевыми товарищами были инструктора, нас обучали, говорили, как работать с ними. А часто приходится иметь дело с беспилотниками от противника? Часто, конечно. И с нашей стороны много работы ребята проделывают, так же, как и противник. А в чем самая главная сложность вашей работы там, за ленточкой? Сложности, я бы сказал, никакой нету. Самое главное, боевые товарищи, которые поддерживают, всегда помогают в трудную минуту, что бы ни случилось, будь это и ранение, они всегда помогут. Потому что они все находятся там, они сами понимают. Можно сказать, что вот это боевое братство, те ребята, с которыми вы служите бок о бок, это ваша фронтовая семья?
Да, это больше даже, я бы сказал. Со многими ребятами бывало, и попадали мы под обстрелы. Урал был подбит, я там ехал как старший. Когда нас подбило, ребята выбежали сразу, вытащили нас всех. Там на фронте трусов нет среди Да, нас. конечно, нету. Недавно вас наградили. Это и медаль участнику специальной военной операции, и медаль генерала Шеймуратова за какие-то отдельные боевые задачи. Я был на боевой задаче, мне позвонили, там написали товарищи. Вот, говорит, этот Комар, тебе пришло с участника СВО медаль. И Шеймуратова. Ну, я удивился, думаю, хотя я никогда не просил там. Я говорил, наоборот, не надо. Пока я там, самое важное для меня это вернуться живым и здоровым к семье. А позывной у вас Комар. Почему? Ну, не знаю, мы так с ребятами ехали, начали выбирать там позывные. Я долго не думал, Комар. Но я очень люблю добиваться своих целей. Если я сказал, значит, она будет так. Слово держите. Я, держу свое слово. Семья вами гордится? Да, конечно, жена вообще всегда меня поддерживает, ждет, любит. Как супругу зовут? Валерия. Но помимо супруги, помимо вашей семьи, кто здесь еще для вас надежный тыл? Друзья мои, также глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Удавалось ли с ним пересекаться там за ленточкой? Нет, к сожалению, не удавалось. Но есть повод все равно как-то встретиться. Я думаю, встретимся. Ради Фаритович Хабиров сам неоднократно был в расположении наших подразделений, полка Башкортостан, сам за ленточкой, в том числе награждал участников специальной военной операции. Как ребята об этом отзываются? Ну, ребята всегда отзывались и отзываются хорошо, потому что он очень большую работу проделал и делает для нас. Груженные фуры, их десятками отправляют ежемесячно. Вы говорите, что все доходит до позиции, ни в чем нужды нет. Нет, нету. Я даже сам много раз выезжал, встречал для нашего батальона героя Алмаза Сафина. Также нам и приходили и машины, также и медикаменты. Ну, что просили по списку, все присылалось. Кто эти ребята, которые сейчас воюют вместе с вами? Ну, это мои боевые товарищи, также уроженцы Республики Башкортостан. Есть ребята, есть также с Майкопа, с Красноярска ребята. Много ребят воюют с нами. Вот здесь они на фотографиях. Ну, здесь, да, вот, которые есть фотографии. Есть ребята, которые мы вместе с первых дней в моем расчете, под моим руководством они были. А какие качества характера вы бы выделили у солдат и у командиров, которые помогают там на передовой? Ну, характер у всех один. Стойкость, мужественность. А что еще помогает выжить в этих непростых условиях? Поддержка родных, поддержка боевых товарищей, которые сейчас находятся на фронте. Это самое важное. А письма до вас доходят? Да, доходит. Много тоже писем приходит из детских садов. Также они ждут и верят, что мы победим. Есть такие, которые вы храните до сих пор? Много, много. Даже дома есть. Даже некоторые письма я вожу с собой. И даже на боевую задачу. Как талисман? Да. Почему? Ну, не знаю, затронуло, наверное, письма. Сейчас вы находитесь в очередном отпуске. Что вы могли пожелать тем ребятам, которые сейчас выполняют боевые задачи? Хотел сказать ребятам, чтобы они не падали духом, были всегда начеку, держались. Вы родились в Казахстане, служите России. Ваша воинская часть носит имя Героя Башкортостана. Что для вас Родина? Родина – это мой дом, надежный тыл, надежные друзья, которые здесь ждут также и верят в нашу победу. Что бы могли пожелать
тем, кто сейчас в тылу приближает эту долгожданную победу? Вам спасибо за то, что вы нам помогаете, и ждать, что мы вернемся с победой. Крепкого вам здоровья и спасибо, что вы пришли в студию. Спасибо вам за то, что пригласили. Сегодня у нас в гостях был Игорь Курт, номер расчета артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева, полка Башкортостан. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.